Перфекционисты – это трудяги, им каждый день надо заниматься, в принципе, как и в спорте, как и у нас тоже. Если ты не распеваешься, если ты не следишь за формой, то диапазон уменьшается, и какие-то уже арии, какие-то произведения ты уже не можешь петь. Не та форма. Надо опять входить, распеваться, стоять за роялем. Вот мне нравится всегда вот здесь вот так вот распеваться, помню, так вот. И рояль люблю, вот размах такой красивый, особенно белый. Господа, представление начнется уже очень скоро. Я тоже не согласна вот с этим определением прима, потому что если бы, например, у меня был свой театр, да, а это государственный театр, и от каждого человека зависит многое, как пройдет спектакль, но мы один механизм, и если мы будем как-то выделяться, это уже не театр. Это все-таки коллективный труд. Например, я героиню играю, кто-то играет субретку, но я одна, это вот убери всех, это не спектакль, это не театр. Уважаемые артисты, приглашаю на финал первого акта. Я вообще любила очень петь, но в душе, глубоко в душе. Я не была публичной такой ребенок, который становится на скамеечку, рассказывает стихи, поет. Я всегда стеснялась, всегда это как-то для меня был ужас выступления перед публикой. И когда вот были компании, и я слушала, как бабушка поет, у меня сердце замирало, но не хотела дуэтом петь. Мои родители не связаны с музыкой. Мама рано развелась с отцом, поэтому, в общем-то, я росла с мамой, с бабушкой, с дедушкой. И мама геолог, она совершенно не связана с музыкой, но бабушка у нас была певунья. Дедушка всегда гордился, когда она могла в компании спеть. Бывает, что с самого детства предназначение человека и его талант очевидны. И маленькие принцессы то и дело слышат: «Да тебе в артистки идти надо». Но Маргарите таких слов не говорили. Застенчивая девочка не солировала на школьных утренниках и не мечтала о сцене. Может быть, именно поэтому после 8 класса поступила в архитектурно-строительный техникум. Строительная тоже произвела впечатление, потому что я как бы училась на 4-5, тогда была другая система образования. И когда я поступала в строительный техникум, говорит: почему? Вот почему вы идете? Я говорю: вы знаете, всю жизнь мечтаю улучшить свои условия бытовые, потому что я тогда росла в частном доме, и там ни воды не было, туалет на улице. Я говорю, что вот хотелось бы быть строителем и вот вникнуть в эту профессию, как вот это вот все себе благоустроить. Вы знаете, он мне дал старт, как ни странно, в искусство.
Потому что строители – это очень творческие люди, они тоже любят петь, они ходят в театры, и как бы вот эта вот атмосфера творческая, она сподвигла меня, в общем-то, прослушаться в Академию музыки. Вся семья была против, чтобы я шла в музыку, вся. Даже дедушка, который так любил пение, бабушка, это просто... Мама плакала. Она говорит, зачем? Ну так хорошо тебе будет в этой профессии, комфортно в строительстве. Но я всегда принимаю решения, пусть они правильные, неправильные, но сама. Поэтому меня было переубедить это просто невозможно, хотя я понимала, что я могу не поступить в Академию музыки, я понимала, что я могу потерять время, и архитектурно-строительный колледж дал мне направление сразу на второй курс в институт. То есть у меня, в общем-то, были очень хорошие условия для поступления, и все-таки я вот рискнула. Хотя я вообще человек как бы консервативный, я не люблю риск. Но тут вот желание петь, в общем-то, оно победило. Поступление в Академию музыки стало неожиданностью даже для школьной учительницы пения. Но кто знает нас лучше нас самих? Маргарита сделала первый шаг на сцену. Но от этого шага до признания ей еще не раз придется доказать, что выбор был верным. Однажды она решила прослушаться в Национальный академический концертный оркестр Беларуси. Мы пришли с подружкой, которая сейчас в Мариинке поет, и взяли одну песню на двоих. Я знала, это будет. Верила я и ждала. Тогда Шпинев играл нам на рояле и прослушивал нас. Великолепный пианист. И после его аккомпанемента, то есть я сбилась. Он начал настолько эти все арпеджио по всему роялю. Вот. И подружка тоже. В общем, она сказала, понимаете, что у вас ничего нет, чтобы, в общем-то, быть в этой профессии. Всегда есть момент, что человек не может себя проявить в данном случае, когда прослушивается. У него могут быть великолепные данные, а может быть, эти данные с возрастом, когда он созреет, они проявятся. Поэтому обвинять в том, что ты не увидел талант, ты что-то не заметил, здесь очень сложно. Когда Маргарита Александрович на 3-м курсе Академии обратилась к народной артистке Беларуси Наталье Гайде за профессиональным советом, звезда оперетты заметила и оценила потенциал будущей солистки музыкального театра. С Натальей Викторовной Гайдой у меня особые отношения. Вообще я считаю ее театральной мамой. Мне повезло, что еще на 3-м курсе я пришла к ней, она преподавала в Театрально-художественной академии, проконсультироваться, как вот исполнять Джудиту, Пепиту, стилистику жанра оперетты, потому что лучше, чем она, в общем-то, в нашей стране, в Беларуси, не знает никто. Для меня это очень близкий, дорогой человек, и действительно, это громкие слова, легенда, но чем больше общаешься с ней, тем больше восхищаешься. Вот бывает, с человеком общаешься и разочаровываешься в нем, потому что у каждого человека есть свои недостатки. А тут, наоборот, вот чем больше я ее знаю, тем больше восхищаюсь. Она чиста, наивна, она способна понять, принять все новое. Но самое главное качество Натальи Викторовны – это профессионализм высочайшего уровня. Нет у нее такого, что вот я не подскажу, чтобы ты была лучше. Она, наоборот, старается не только мне, всем подсказывать, как сказать слово, как спеть, как не уйти от стилистики нашего жанра. И как
Не перейти на путь вот вульгарности, какого-то вот перехлёста. Я была тогда молода, наивна, неопытна и уступила. А сейчас впервые заговорило мое сердце. Анри, вы молчите? После всего того, что я вам сказала? Если мог в эту ночь я прочесть мысли ночь, если мог хотя бы на миг забыть о них. Все Первую премию в номинации «Вокал» Маргарита Александрович получила еще будучи студенткой. Через 9 лет была награждена медалью Франциско Скорины и в 2014-м удостоена звания «Заслуженная артистка Республики Беларусь». В 1999 году поступила в музыкальный театр, и первая моя роль была «Веселая вдова». Роль Валентины. Не Ганны Главари, а роль Валентины. У меня цветок трёсся, потому что очень волнительно, все это было волнительно. Но, знаете, желание петь все-таки победило вот какую-то волнительность, сомнительность. Все-таки, когда чего-то очень хочешь, другое немножко уходит на второй план. Сцена – это непредсказуемая, в общем-то, область, где все может быть, и ты должен сориентироваться. Что делать, как делать. Этим интересны живые спектакли, что каждый спектакль, он не может быть одинаковым. Он немножечко да по-другому. Это зависит от погоды, от настроения, от состояния. Причем не только тебя, а всего коллектива. Оркестр, балет, солисты, хор. Вот на «Принцессе цирка» жду своего выхода. Сейчас это мистер Икс, и вот опаздывающий зритель с удивлением смотрит на нас. Я в шляпе, в общем, богатая, красивейшая и богатейшая женщина Парижа. Приятно быть всегда вот в роли такой богатой, состоятельной, уверенной в себе, красивой. Успех в творческой профессии зависит не только от других людей и обстоятельств жизни, но и от собственного состояния и даже настроения. От всего того, что может наполнять вдохновением, даря крылья, или наоборот, отнимать их. Потому что влюбленный человек, он все видит в розовом цвете. И творческому человеку, в общем-то, я считаю, нужно влюбляться, нужно кем-то увлекаться. Это вот процесс должен быть всегда. Чем-то вот удивляться, чем-то увлекаться, быть ребенком, в принципе, не очерстветь. Потому что, когда ты уже так прагматично на что-то смотришь, в тебе вот
уходит эта свежесть, вот эта вот свежесть восприятия. Все равно хотят видеть какую-то наивность, какую-то вот, ну, что-то такое вот воздушное, такое вот, что-то такое вот, не знаю, безе, ну, что-то вот, какие-то переживания, какие-то вот чувства, чтобы ты мог выдать. Если ты их не испытываешь, естественно, это можно в себе накопить, и это может помочь роль тебе эти чувства возрастить. Но если еще подогреваешься своим личным каким-то опытом, это здорово. Вот не зря Елена Образцова говорила, что больше вот должно быть в жизни каких-то событий, больше жизнь должна кипеть у артиста. Хотя вот в переживаниях это, конечно, очень тяжело и больно. Вот я помню, у меня бабушка умерла, и как раз нужно было играть «Небесный тихоход» на улице. Я даже не могла, в общем-то, приехать и проститься. Я вечером съездила, и это, вы знаете, трудно. Вот это комок в горле, и чуть муха пролетит, ты уже можешь заплакать, а тут и косметика, и не хочется коллег подводить. В этот момент легче играть какое-то страдание в опере, что когда тебя режут, убивают, травят. Легкость эту тяжело. Но вы знаете, вот «Небесный тихоход» – это легкость сквозь слезы, потому что я очень трепетно отношусь к людям, которые прошли войну, их очень мало осталось. И вы знаете, вот при ситуации, что ты умрешь каждую минуту, они умудрялись петь, веселиться, шутить, любить, рожать. Это многое стоит, вот это настолько крепкая у нас, в общем-то, крепкий народ, и поэтому мы победили, и мы всегда будем побеждать, потому что у нас вот такая стойкость, мы можем вот в любой ситуации выстоять. Девы, девчата, сестры, солдаты, сколько вас пало в бою! Вспомним же вместе в горестной песне грозную юность свою. Вспомним же вместе в горестной песне грозную юность свою. Лирическая сопрано Маргариты Александрович зрители оценили во многих постановках музыкального театра. Все заветные партии в ее репертуаре. И Сильва в одноименной оперете Имре Кальмана, и Розалинда в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, и Ганна в «Веселой вдове» Франца Легара и многих других произведениях мировой и национальной культуры. Например, в мюзикле Владимира Кондрусевича «Софья Гольшанская». У меня роль Василисы, сестры Софьи, и вот зависть погубила ее. Она настолько мечтала быть королевой, ну и в результате вот это большое желание ее погубило, и она умирает. В общем, темные силы завладели ей. Музыка очень красивая, роль мне очень нравится. И этот спектакль получил театральную премию. Режиссер Ковальчик Михаил Станиславович увидел меня в этой роли, потому что у нас профессия очень зависима. Любая профессия зависима, и оператора, и режиссера, вот хотят видеть тебя или не хотят видеть. Но здесь очень зависимая профессия. Если ты не нравишься кому-то, если какие-то там нюансы, и ты остаешься без работы. Я вообще люблю все. К себе открываешь какие-то ощущения, какие-то чувства, себя по-новому даже видишь. Поэтому мне нравится и Сильва, и «Веселая вдова», в то же время «Поручик Ржевский», там я Марина Леонидовна, такая бывшая актриса, вот, устраиваю, в общем-то, личную жизнь дочки, все рассказываю, как там глазки туда, глазки сюда, вот, ну, это интересно. Или вот Мэри Поппинс, «Няня», тоже вот вопрос такой, что она вроде и строгая, но чем она отличается от Эндрю, тоже строгой. Вот. Как бы в чем интересна профессия, что не скучно,
Живое общение и обмен зрителя с артистом – это чудо какое-то. Почему пользуется успехом у нас свадьба в стиле ретро, когда мы играем, и 2 шага уже зритель. Они как завороженные сидят. И у меня там была сцена, когда я прихожу, такая раздраженная, этот папа играет все время на гармошке, но невозможно, попросила там принести холодник, а он в этой тарелке несет без подноса, как я люблю. И я говорю, ну сколько можно говорить, что и поднос есть. Боже мой, зрительница как стала защищать. Я, честно говоря, думала, становится спектакль. Вот какая, тоже мне поднос еще и нужен. Мы только с Алексеем Алексеевичем Кузьминым переглянулись, вот, и как-то пошли дальше. Родные Маргариты Александрович со временем приняли выбор профессии и, видя успехи на сцене, гордились ею. Но по старой нашей привычке, боясь перехвалить, вслух старались высказываться сдержанно. Мама всегда говорит, что кто тебе скажет правду, если не я сама. Поэтому, в общем, все, как я училась, как я где-то выступала, все я слышала не что вот это чудо, это здорово. Нет, когда было хорошо, мама говорила хорошо, когда это где-то маме не нравилось, то она говорила плохо. Не было такого, вот, как я знаю, семьи, что, ну ты, боже мой, ну паранжу один, ну такая красавица, ну такая умница, спортсменка, активистка. Нет, такого не было. Например, роль Гюльчихры в «Аршин Малалане» очень любит моя мама эту роль. Она любит, что я там черненькая, что я такая спокойная, что я такая глазки потупив, все так нежненько, все так туда-сюда. Вот мама меня такой любит. Вот. А когда уже идет немножечко такой эксцентрика, то, конечно, не очень. Но, к сожалению, вкусы разные. Тут как повезет. И если ты родился говорить правду, ну где же ты будешь нравиться всем? Как раз не дипломатичность. Как раз вот это вот мне мешает. Но, вы знаете, люди должны быть разные. И то я себя сдерживаю, но где-то моменты я считаю, что нужно сказать. Вот я люблю, когда мне говорят. Я не хочу быть в неведении. Для меня информация – это моя защита. Чем больше я знаю, говорят, хуже спишь, я сплю лучше. Как же желание обустроить дом, с которым Маргарита шла в архитектурно-строительный техникум? Мечта исполнилась во время ремонта в собственной квартире. Вот где пригодились знания, полученные во время учебы. Можно себе представить, как удивились строители, когда актриса стала им делать профессиональные замечания. Я делала ремонт, и я была в шоке. Какой непрофессионализм в отношении строителей, как мне нужно вникать уже в забывшую профессию и подсказывать людям, которые что-то делают, какие-то элементарные вещи, даже в электрике. Это от того, что люди не в своей профессии. Вот возьмите даже в магазине, если человек в своей профессии, она тебе все объяснит, все покажет. Если человек не в своей профессии, ты ее уже раздражаешь, что пришел. Понимаете? То есть здесь важно попасть в свою профессию, и тогда вот какие-то вот нюансы ты просто не будешь замечать.
Среди советов, которые Наталья Гайда когда-то дала Маргарите Александрович, один ей особенно нравится. Научись любить на сцене, и зритель простит тебе многие недочеты. И это та учеба, которая не заканчивается. Все годы, пока артист находится на сцене. Ведь каждое выступление — новый урок. Нет, новый экзамен. Бурные аплодисменты, восторг. Это здорово.